Легенда осетинского телевидения, яркий пример для подражания и всеобщий любимец. За плечами Владимира Дудиева 60 лет в профессии и целое поколение благодарных учеников. О его добром сердце, отзывчивости и профессионализме говорят все коллеги. Подробнее об истории любви к телевидению, длиной в жизнь в сюжете Алины Цгоевой. Эфиры Республики Хабарта на информационной программой. За его плечами сотни эфиров, а страницы написанных новостей исчисляются тысячами. Всегда яркое и теплое приветствие зрителям, совершенно открытое людям сердце. Подарили ему всенародную любовь и сделали мэтром осетинского телевидения. Экран – удивительное явление. Вот на экране ничего нельзя скрыть, никакие свои качества не скроешь. Как ни пышься, а все равно они тебя выдадут, высветят. Поэтому он и стал таким любимцем всей Осетии, что он человек чистый, с чистой душой. И я ему желаю, от души желаю, чтобы он еще долгие годы был с нами, чтобы мы его видели и на экране, слышали его голос. Его хочется называть Вова, Володя, но никак не Владимир Дзамбулатович. И дело тут совсем не в субординации, просто он родной всем нам. И вряд ли во время кастинга на ведущего еще тогда, в 62-м, он мог представить, что станет целой эпохой. Их дуэт с Земфирой Акуловой моментально стал легендарным. Сдержанные, а где-то даже строгие в эфире дикторы за кадром не упускали возможность подшутить друг над другом. У меня к нему отношение как к сестры, к старшему брату, потому что он был и моим учителем с незабвенным Тасултаном Мансуровым, и так много они мне дали знаний, так много они мне дали вот ощущение какого-то братства, да, что вот до сих пор я не могу относиться к нему иначе, как к своему брату. Могу его пожурить, наверное, никто не смеет с ним разговаривать так, как я. Владимиру Дудиеву я хочу пожелать, чтобы еще очень долгое время я ему звонила, мы встречались, и чтобы я его подкалывала, довольно часто это происходит, и чтобы он так заразительно смеялся, как умеет смеяться только он. К русским и осетинским текстам на телевидении он крайне требователен, но еще больше всегда спрашивал себя. Закалка учить тексты эфиров до каждой запятой оттачивались во времена, когда телесуфлеров еще не было. Любой материал и при современном оборудовании он все равно проговаривал по памяти. Вова вел новости и где-то запнулся. Как он расстроился. Как? Володя, ну что, говорю, ты так расстраиваешься? Юра, тебе можно еще ошибаться, мне нельзя. И я понял, вот что за профессионал, какой подход у него был. С тех пор, конечно, многое изменилось. Технический прогресс на телевидении, новые лица отечественного ТВ. А он все тот же призывает молодых журналистов пробовать и ошибаться, лишь бы не стояли на месте. И кого из его учеников не спросишь, говорят, с младшими коллегами, даже некогда новичками, он всегда общался на равных. Никогда, ни один раз я не помню вот такого случая, что Володя Дудиев позволил себе как-то вот с высоты своего опыта, с высоты своих лет как-то вот снисходительно к нам относиться. Ну, не было этого. Он научил меня ценить слово, он научил меня ценить зрителя, он научил меня любить свою работу. Ведущему должен быть по силам любой текст, так он говорил тогда, так считает и сейчас. Но приоритетным все равно для него всегда оставались люди. Удивительно мягкий, тактичный, деликатный человек, который любит дарить тепло своей души и даже какие-то мелкие-мелкие подарочки. То есть, к примеру, перед эфиром он мог, не знаю, секрет это или нет, мог подарить шоколадочку. Жанна, просто тебе для настроения. Другое дело, что мы не употребляли шоколад перед эфиром, чтобы это не влияло на голосоизвлечение. Ну вот он такой вот, как папа. В кругу друзей, естественно, коллег Дудиев известен своим умением слушать и ненавязчиво давать советы. И они не устают повторять: североосетинское телевидение, как космос, у которого есть свой Гагарин, Владимир Дудиев. Эта фраза такая точная, такая правильная. Алина Цгоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.